Рабочие будни Усмана Алмазова, как и любого фермера, начинаются рано. С утра нужно покормить, напоить скот, где надо и приласкать рогатую красавицу. В хозяйстве у фермера порядка 80 голов разной породы – белоголовой, красностепной, галштинской. Коров фермер закупает в Ставрополе, Волгограде, а также у местных сельхозпроизводителей. У наших же фермеров покупает и корм. В этом году мы заготовили 5000 тюков солому. И люцерна где-то тюков, где-то 1500 тюков люцерна, из сена где-то тюков 1000. Ну, общее где-то 7000 тюков мы заготовили. А также корма где-то тонн 150 зерно у нас было, ячмень, овес и кукурузу. И чуть мы жмых покупаем, чтобы добавлять туда жмых, и соль, и мел тоже закупаем. Домашним хозяйством Усман Алмазов занимается уже 30 лет. Ухаживать за животными привык с детства. У родителей была небольшая ферма. Работа непростая. Трудиться нужно без выходных, с утра до вечера. Кроме коров, есть в хозяйстве 150 голов мелкорогатого скота. У нас есть гисарские овцы, гисарская порода с Таджикистана, с Узбекистана, оттуда привезенные. И наши местные тушинская порода тоже у нас где-то, ну и тушинские у нас где-то голов 100, где-то под 100 голов, а этих где-то 50 голов. Главное, отмечает фермер, чтобы скот был здоров. На болезни его обязательно проверяют перед покупкой, а сотрудники ветслужбы делают нужные прививки и проводят противоклещевую обработку. Никакой химии в рационе животных, правило которого придерживается фермер. Именно поэтому его мясная продукция так востребована у местных жителей. На Мархаш, там, когда там Ураза Байрам, там тоже мы реализуем свою продукцию. И мясо, вот, бывает мероприятия, там, на свадьбу, там, на какие-то мероприятия, тоже там заказы бывают у местных жителей. Им тоже предоставляем. Так, на ярмарках тоже бываем. Иногда вывозим, но на ярмарках нам особо и не приходится, потому что у нас по селу забирают все, что мы продаем. В планах у фермера расширить свое хозяйство, закупить дойных коров и открыть свою молочную мини-ферму. Стены здания уже отстроены, но впереди еще немало внешних и внутренних работ. Для этого фермер хочет получить поддержку от Минсельхоза в рамках госпрограмм для помощи сельхозпроизводителям. Я разговаривал с министром, на встрече были у него. Он мне говорил, чтобы я приготовил документы, какие нужны документы. Папку я сейчас приготовил папку, сейчас должен сдать. Гагиев Башир обещал мне помощь сделать со стороны властей. И наш глава администрации Икажевский, он тоже тут нам сделал пастбище, ну это как бы для села сделал пастбище, мы тоже этим пользуемся. И сейчас он мне тоже обещал, сейчас чуть потепление будет, чтобы дорогу проложит. После завершения строительства фермы Усман Алмазов надеется, что сможет обеспечить молочной продукцией детские сады и школы в селе. Этот продукт очень полезен для растущего организма. Ну а пока фермер ждет пополнения овец в хозяйстве. Дана Плиева, Джамалил Султыгов, Новости 24.